Лучше еще не придумали. Так говорят про новую технику машинисты. И так оно и есть. Эти тракторы считаются самыми усиленными для лесных работ. Они используются для проведения уходовых мероприятий за лесом, подготовки почвы для создания лесных культур. Уникальные на самом деле, да, там дополнительное оборудование, есть все вещи, которые до сих пор в этой технике не использовалось, да, доработанные, качественные, да, планируем, что на самом деле она вовремя и в нужное время поступила. Эта техника непосредственно получат наши лесопожарные службы и лесхозы, да, Сунжинский лесхоз и Назрановский лесхоз получит. Производитель Белоруссия. Год выпуска 22-й. В Нижнем Новгороде тракторы были дополнительно оснащены. Лесохозяйственная техника поступила в начале июля. Ее закупили в рамках регионального проекта сохранения лесов нацпроекта «Экология». Стоимость по итогам закупочных процедур составила около 5 миллионов 700 тысяч рублей. Купили 2 единицы, потому что у нас доведены нормативы от Федерального агентства лесного хозяйства. Соответственно, помимо этих 2 тракторов будет еще поступление единиц оборудования дополнительного, которые, навесного оборудования для этих тракторов, там культиваторы, сеялки для посадки саженцев, и прочее оборудование. Они будут тоже поставлены до конца года. Министерство давно нуждалось в дополнительной спецтехнике. Старые тракторы, устаревшие модели, часто ломались и мощностью в разы уступают новым. Полная защита фар, стекол, высокая проходимость, усиленные колеса специально для леса. Все предусмотрено в новых машинах. А в знойную погоду специалистам работать теперь будет гораздо комфортнее. В кабинах установлены кондиционеры. Минприроды уверены, обновление парка позволит более качественно выполнять мероприятия по сбережению и приумножению лесов. Усиленные рамы, да, специально сделаны для того, чтобы именно в лесном массиве, да, чтобы по технике безопасности усилены вот эти дуги, для того, чтобы специалисты, да, качественно могли проводить свою работу. От 12 до 13 литров дизельного топлива, да, расходуется. Это усовершенствованные двигатели там. Да. То есть они требуют больше топлива? Да, раньше были такая же техника, но до 25 литров расход был. А эффективность работы повысится, на ваш взгляд, и скорость? Я надеюсь, что да, потому что и проходимость, и качество, и мобильность в этих тракторов намного больше, чем предыдущие. 2 единицы техники для лесовосстановления – первая поставка в этом году. В рамках нацпроекта подведучреждения Министерства экологии обзавелись новой техникой в 2019, 2020 и 2021 годах. В прошлом году, допустим, в 2019 году мы получили трактор лесопожарный. Это техника лесхозяйственная, а тот был лесопожарный. Потом мы получили лесопатрульную технику, это Нивы. Получили в 2020 году 2 квадроцикла, гексакоптер для патрулирования в том числе. И мы получали пожарную машину для лесов. Совсем скоро транспорт передадут лесничим. Они, кстати, уже успели его увидеть при транспортировке. Теперь же не терпится приступить к эксплуатации. В министерстве подчеркнули, техника дорогая и обслуживать ее нужно качественно. За каждым трактором будет прикреплен отдельный машинист. Диана Дударова, Асхаб Белакиев. Новости 24.